Наш эфир продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в Грузии, сообщает пресс-секретарь президента Нала Авицба. Глава государства отметил неприемлемость прозвучавших в последнее время заявлений властей Грузии относительно Абхазии, в частности, очевидную несостоятельность, тиражируемую президентом и другими официальными лицами Грузии тезиса об оккупации Абхазии. Рауль Хаджимба подчеркнул, что Республика Абхазия является независимым государством, которая развивает союзнические отношения с Российской Федерацией на прочной договорно-правовой основе, и отношения между двумя странами строятся с учетом взаимных интересов. То, что происходит сегодня в Грузии, это внутриполитическое противостояние, участники которого делают попытки обвинить Россию в сложившейся ситуации. Действующему руководству Грузии и оппозиции следует отказаться от терминов «оккупированные территории» в отношении Абхазии и Южной Осетии и решать свои внутриполитические задачи без попыток вовлечения в них наших независимых государств, отметил президент. Как проинформировал участников заседания министр иностранных дел Даур Ковы, в ходе предстоящего раунда международных женевских дискуссий представители Республики Абхазия поднимут вопрос о прозвучавших с трибуны парламента Грузии оскорбительных репликах грузинского парламентария в адрес народа Абхазии. 25 июня состоится очередное заседание сессии Народного собрания парламента Абхазии. Депутаты рассмотрят более 15 вопросов повестки дня, из которых 4 касаются избрания судей Верховного, Арбитражного, Сухумского городского и Очимчирского районного судов. Кроме того, народные избранники рассмотрят вопрос о включении в квалификационную коллегию судей Республики Абхазия депутатов парламента Батала Тапагуа и Кахи Пертая. На заседании сессии будет также рассмотрено постановление о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия о судебной власти, в Уголовный кодекс Абхазии и в закон об исполнительном производстве. В Сухуме открылся центр бизнес-образования, в котором молодым предпринимателям будет оказываться помощь и поддержка в развитии навыков ведения бизнеса на всех его этапах. Как на практике центр сможет способствовать развитию качественной бизнес-среды и кадрового потенциала Абхазии. На церемонии открытия присутствовали и наши корреспонденты. Репортаж Налы Ковы. Ряд образовательных бизнес-программ, мероприятий для развития профессиональных навыков, консультации с местными и зарубежными экспертами, поддержка стартапов и молодых предпринимателей – все это можно получить в новом образовательном центре. В распоряжении посетителей большая библиотека русскоязычной и англоязычной литературы по таким тематическим направлениям, как инвестирование, экономика, финансы. Кроме того, здесь предусмотрено обучение и по созданию, ведению и развитию бизнеса. Открытие центра осуществлено программой развития ООН при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию с целью развития экономических возможностей молодежи Абхазии посредством предоставления базовых основ, необходимых для воплощения многообещающих бизнес-идей в проекты малого и среднего бизнеса. Для меня сегодня большая честь представлять программу развития ООН на официальной церемонии открытия Центра бизнес-образования. Центр открывался с целью поддержки устойчивого развития молодежи Абхазии посредством бизнес-образования. И мы надеемся, что данный центр будет способствовать экономическому росту страны и генерированию доходов для молодежи Абхазии. Как на практике центр сможет способствовать развитию качественной бизнес-среды и кадрового потенциала Абхазии? В рамках данного направления ПРООН планирует начать набор слушателей на краткосрочные экспресс-курсы по 4 направлениям. 1С – бухгалтерия, основы бухгалтерского учета и аудита, деловой английский, искусство ведения бизнеса. Несомненно, открытие данной школы будет способствовать развитию инновационных идей в бизнес-среде Абхазии. Министерство экономики готово поддержать это начинание. И я думаю, что наш опыт, который мы уже приобрели, реализовывая нашу госпрограмму в 2017 году, может быть полезен
мы видим, что именно концентрация на обучении навыкам, то есть вот конкретным бизнес-умениям, она способна открыть нечто новое для начинающего абхазского предпринимателя. Мне кажется, что это может быть востребовано как для студентов, так и для тех предпринимателей, которые либо уже имеют свой бизнес, но делают только в этом первые шаги, либо имеют какую-то хорошую бизнес-идею, пока к ней не знают, как правильно подступиться. А таких вот по опыту работы мы знаем, что очень много. В Центре бизнес-образования будут проводиться тематические семинары, презентации, тренинги, краткосрочные онлайн-курсы и многое другое. ЦБО также планирует предоставлять консультационные услуги в различных сферах развития бизнеса. Несомненно, этот центр будет одной из важных и первичных составляющих инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Сухум, да и во всей Абхазии. Уверен, что функционирование центра будет серьезным подспорьем для представителей малого и среднего предпринимательства в городе Сухум в части получения базовых навыков и консультаций по таким важным направлениям их деятельности, как налогообложение, налоговое планирование, бизнес-планирование, право и многое другое. Центр открыт для студентов, выпускников, начинающих и опытных предпринимателей, для всех, кто хочет и готов приобрести и развивать навыки и знания в вопросах создания и ведения собственного бизнеса. Нала Ковя, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. В отдел живой природы Абхазского государственного музея поступил интересный экспонат, который был найден жителем села Тхина Чемчирского района. Находка так заинтересовала сотрудников музея, что они вместе с ученым-археологом Баталом Кобахи в сопровождении нашей съемочной группы выехали на место. Репортаж Гугуцы Варданя. Наша съемочная группа находится на территории села Тхина. Именно здесь, на одном из участков жителей села, и были найдены, как предполагают ученые, останки кита цитадерия. Сейчас здесь ведутся археологические раскопки для того, чтобы исследовать и изучить данный артефакт. Как предполагают местные ученые, найденные позвонки – это останки кита цитатерия. Они были обнаружены во время полевых работ на одном из участков жителя села Тхина Беслана Шингба, его сыном Шаруаном. Фрагменты костей заинтересовали мальчика. Здесь большую роль сыграла любознательность подростка. Он внимательно слушал педагога по биологии в школе и запомнил, что окаменелость может наблюдаться только у древнейших организмов, когда-либо существовавших на Земле. После такой необычной находки мальчик попросил отца обратиться к местным ученым. Мы работали в речнике, и когда я возвращался, я заметил, что из земли торчит красивый камень. Когда я подошел, я заметил, что он напоминает позвонок. Когда начал копать, я заметил, что это окаменелый позвонок. Так как мы учили биологию, нам рассказывали, что для того, чтобы кость окаменела, нужно миллионы лет. И я понял, что это очень древнее животное. Я думал, что это пещерный медведь или, скажем, динозавр, мамонт, но папа отнес в музей, и он сказал, что это кит. Как предполагают ученые, миллионы лет назад вся территория Абхазии, да и весь Кавказ были покрыты морем. Здесь располагался древний океан Тетис, в котором и обитало крупное морское животное кит цитатерий. Археологи, которые приехали на место находки, обнаружили дополнительные фрагменты позвонка, подтверждающие их гипотезу принадлежности останков киту цитатерию. По словам заведующей отделом природы Государственного музея Таисии Алани, к сожалению, найденные позвонки не первичное залегание останков, а перенесенные фрагменты. Кит цитатерий – крупное животное морское, которое обитало в это время. Его останки известны на территории Абхазии. Вот в селах Джурхуа, в селах Куланрхуа были найдены целые. В Джурхуа, например, было найдено целое кладбище кита цитатерия. Вот, и эта находка тоже очень интересна, но, к сожалению, это уже не первичное залегание останков, а перенесенное. Здесь когда-то работали ковшом. Экспедиция в село Тхина Чемчирского района была организована по инициативе заместителя министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Батала Кобахи, который также отметил большой интерес к находке абхазских ученых. Достаточно редко поступает сигнал от местных жителей или слишком поздно поступает о том, что где-то что-то было обнаружено, неважно, это артефакт культурного наследия или это артефакты, связанные
с природой. Но тут, конечно, интерес для нас очень большой представляет, для музея. Это новая находка. У нас уже были такие находки, вам, наверное, говорили, Планер, хоть там китообразный, позвоночник китообразный. Просто на месте мы посмотрели, он уже со следами окаменелости, там закремневел. Явно, что это очень древнее. В принципе, с этим как бы все нормально, все ясно. Конечно, я думаю, что музей подумает о том, чтобы, к сожалению, есть такой термин «инситу» на своем месте. Данные костяки были найдены не на своем месте, а на отвале после перекопа. Есть смысл, конечно, покопать. Было бы, конечно, замечательно, если бы обнаружили больше фрагментов. По словам ученых, исследования места, где были найдены уникальные останки, будут продолжены. А после того, как ученые удостоверятся в том, что это останки древнего кита цитатерия, они будут включены в палеонтологическую коллекцию отдела живой природы Государственного музея. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 22 и 23 июня в Сухуми при поддержке Федерации шахмат Абхазии и мобильного оператора «Агвафон» прошел ежегодный шахматный турнир «Агвафон Опен», который собрал до 200 шахматистов из Абхазии и России. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Сосредоточенность, внимательность, умение вовремя принимать правильное решение. Всеми этими качествами обладают юные участники ежегодного шахматного турнира «Агвафон Open». Сложный и в то же время интересный вид спорта объединяет людей разных возрастов, школьников, ветеранов и даже совсем еще маленьких любителей интеллектуальной игры. Наряду с шахматистами из Абхазии в турнире принимают участие и спортсмены из городов России, которые стали уже постоянными участниками «Агвафон Open». В первый день конкурса за звание сильнейшего шахматиста боролись дети. Я хожу на шахматы 2 месяца. Мне очень нравится играть в шахматы. Меня зовут Самир, мне 7 лет. Я хожу на шахматы год. Компания «Агвафон» принимает активное участие в организации данного шахматного турнира уже 12 лет. И, как отмечают организаторы, с каждым годом становится все больше любителей этого вида спорта, среди которых немало детей. Для нас очень важно поддержать данное спортивное мероприятие, так как это способствует интеллектуальному развитию наших детей. «Агвафон» поддерживает не только мероприятия по шахматам, а также мы поддерживаем футболистов, мы поддерживаем боксеров, борцов и других спортсменов. В этом году призовой фонд турнира составил 90 тысяч рублей. По итогам соревнований были выявлены победители в разных категориях. Среди детей до 8 лет первое место занял юный шахматист из Казани Шерифулла Нутфулин. В возрастной категории до 12 лет сильнейшим стал Тристан Гварацхели. Среди взрослых победил Артем Табарян. Среди школьников, любителей шахматной игры, лучший результат показал Тристан Гварацхели. Среди ветеранов первое место занял Борис Накопи. Среди девушек сильнейшей шахматисткой признана Сарида Лагвитава. Всем победителям и призерам турнира были вручены дипломы и денежные призы. Шахматами я занимаюсь уже 5 лет. Я, скорее всего, думал, что я возьму первое место, потому что я дома много готовился к этому турниру. Как сообщили организаторы турнира, теперь «Агвафон Open» будут проводить чаще. И следующие соревнования пройдут уже в сентябре. Мы расширили список соревнований, календарь у нас расширился. Мы теперь каждый праздник, который есть в Абхазии, мы будем отмечать соревнованием. Это, прежде всего, у нас будет именно в день праздника 30 сентября большой шахматный турнир будет там с выносом столов на улице, чтобы люди, даже любители, подходили. Международный шахматный турнир «Агвафон Open» стал хорошей подготовкой для юных шахматистов, выезжающих на чемпионаты мира и Европы. Двери детской юношеской спортивной школы всегда открыты для всех любителей этого вида спорта. Сария Гварацхеля, Гугуца Вардания, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Абхазский боксер Батал Чежи и словак Владимир Белужский встретятся в бое за звание чемпиона мира среди молодежи, который состоится 29 июня в Лондоне в рамках турнира Всемирной боксерской организации, сообщил официальный представитель Батала Чежи Инал Лагвилава. Турнир будет транслироваться в прямом эфире на Матч ТВ. Наш спортсмен будет выступать в весовой категории 76 килограммов. Соперник Батала Владимир Белужский провел на профессиональном ринге
ринге 9 боев, в 6 из которых одержал победу. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью местами возможен туман. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем плюс 27-32, температура морской воды 25 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Значит, это Мерита